Ицкий фюхбашуксаза Урыстпылыпи империяджы раԥхьатәи революциа мҩаԥысит. Уи Аԥсны ианырит. Ареволюциа раԥхьатәи ихымыз ирылагӡаны Аԥсны виза митинг мҩаԥган. Уи рхаладырхәит аусуцәа реиԥш аҵара зҵоз аҿаргьы. Урҭ аграртә гәынамӡарақәеи ақыҭақәа рҿы реизарақәа реиҿкаареи рҿы анырра ду ҟарҵеит. Март мза алагамҭазы асоциал-демократцәа рнапхгарала жәанызқьҩык рҟынӡа аусуцәа инхацәа излахәыз раԥхьатәи акциа мҩаԥыргеит. Это была первая буржуазно-демократическая революция, как ее называли, в России. И первый отклик, кстати, в Абхазии, в Сухуми, был уже 12 января. Состоялся митинг. Езгьы шәыхәбашықәса март мзазы Аҟәа жәлар рыӡбарҭа аԥҵара рҽазыршәеит. Асоциал-демократцәа рыдагьы ақәԥарактәи етап аҿы иалкаахеит Қырҭтәылатәи афедералист-социалист партиа ахаҭарнакцәагьы. Еиҳараӡак ареволиуциатә қәгыларақәа мҩаԥысит Гәдоуҭа, Самырзаҟан, Гагра, Аҟәа. Ажәлар бџьарла рҽеибырҭеит. Но было немало людей, это именно в городе Сухум. Но Сухум же был очень многонациональный, пестрый. Вот, так что категория людей какая была? Приказчики, грузчики, ремесленники. Вот, и плюс интеллигенция. В основном это была интеллигенция. Как правило, это были юристы, учителя. Здесь же очень интересные люди у нас проживали. Вот, в частности, такой знаменитый адвокат Борис Николаевич Захаров, который потом возглавлял уже в 1905 году, в ноябре, в Сухуми, Народный суд Сухумский. Вот вместе с таким Ливаном Готоши там, но он был сам из Гурии, пришлый агитатор. Вот их было немало. И вот они, в общем-то, преследовали такие как бы демократические цели. То, что касается Захарова. А Ливан Готоши, он представлял такие, можно сказать, боевые группы РСДРП. Он был из Батумского комитета. Вот что называлась Сухумская группа Батумского комитета РСДРП. Но учитывая, что море, связь была такая через, в общем-то, морской путь был открыт. А так очень много было вот агитаторов, заезжих ораторов. Это в основном представители Мегрели и Гурии были из Западной Грузии. Это прежде всего касалось Самурзакану в определенной мере. В большей степени это был Гумистинский участок, то есть вот нынешний Гулерипский район, то, что прилегало к Сухуму. Частично Гудаута, именно Гудаута, не сельские общества, не абхазские. И плюс Новые Гагры, вот, где в Новых Гаграх, учитывая, что принц Оленбургский открыл климатическую станцию в 1903 году, и вот там очень быстро начались развиваться Новые Гагры, так называемые. Были старые Гагры, где были постройки принца, и Новые Гагры. Это где вот возникли такие стихийные поселения, всякие ремесленные там заведения, торговые лавки. И в основном это были выходцы из, опять-таки, Западной Грузии. Вот. Езгьы шәыхәбашықәса июни ҩыхԥа ижәиԥшьба рзы аибашьыгаӷба Потиомкин Аԥсны агаҿахь идәықәлеит ҳәа ажәлар ирылаҩыз ажәеиԥш ареволиуциатә ҵысра нырра ду анаҭеит. Декабр ҩажәа шәыхәбашықәсазы Аҟәа ашәарҭадара аизарҳара иазку аԥҟарақәа шьақәдыргылеит. Февраль ҩажәи абазгьы шәыхәбашықәсазы Аԥсны зегьы арратә ҭагылазаашьа шьақәдырӷәӷәеит. Ареволиуциа аиҿкааҩцәа аҵахара иалагеит. Езгьы шәыхәбашықәсазы РСДРП ахԥатәи аизара ашьҭахь азҵаарақәа гылеит аибашьратә гәыԥқәа реиҿкааразы. Аԥсны ас еиԥш иҟаз агәыԥқәа еиҿкаан сентиабри октиабри мзақәа рзы. Урҭ еиҿызкаазшәа иԥхьаӡоуп Готоши, Орџьоникиӡе, Имхаа уҳәа. Урҭ арратә милициа маҵзура ахаҭарнакцәа рҿаԥхьа атерактқәа еиҿыркааит.
аҳәынҭқарреи абуржуазиеи адгьыл зтәу ирхынтәи апарақәеи зыхәҳарақәа маҭәарқәа ирымхны ирго иалагеит. Создавали такие боевые дружины, боевые группы. Вот. Ну, один из них, вот, кстати говоря, естественно, это он, вот Леван Готоши, вот этот Леван Готоши, наиболее известный такой был, как я его упоминал уже, но он прибыл из Западной Грузии сюда, и здесь как агитатор выступал. Он, кстати говоря, вот принимал участие, организовал экспроприацию Дранского монастыря, там они много чего взяли. А это, видите, находился у него в подчинении молодой Серго Орджоникидзе. Это сухумский снимок, 1905 год. Ну, потом они были заключены в тюрьму, и в 1906 году в тюрьме его убили. Там якобы солдат случайно выстрелил, и он был убит. Вот. В основном они все возглавляли такие боевые группы, дружины. А это вот Платон Мухвари, который был главой Самурзаканской республики. Згьы-шәиф башықәсазы сентиабр ҩажәауха аибашьратә гәыԥ ҷыда Аҟәа-Зааигәара иҟаз Аӷба Цесаревич Георги иақәланы ҩажәана зегь мааҭраҟара ргеит. Аибашьцәа Аӷба ааныркылеит Кәыдра-Зааигәара. Анаҩс рҽырӡеит. Пароход Цесаревич Георгий, его остановили, вернее, у мыса Кадор. Вот, фактически описание идет человека, который дает команды, но по описанию и вообще по всему похожий, очень похож он на Сталина в молодости, даже вот, что оспинами покрыто лицо, что рыжеватый и так далее. Вот, он дает там команды, потом Фазиль Искандер тоже описал Сандру из Чегема в романе, вот этот эпизод. Но там было, как бы взяли почту на этом пароходе, на дне пишут 20 тысяч рублей, позднее стало выясняться, что до 500 000 рублей. Это огромные деньги были. И вот они высадились и потом пошли, в общем, фактически скрывались. Он с несколькими боевиками, Сталин, высадился, и в том числе был с ними Степан Кабба. Вот. Ну, полиция ничего не заподозрила, и пограничные стражи даже, в общем, как-то они филигранно сработали, а потом не могли никого найти, потому что, естественно, по обычаю гостеприимства абхазцы, в общем-то, скрывали. И Сталин порядка 3 месяцев он находился в Абхазии, жил. Его, в общем, скрывали, это помнят очень многие фамилии. Он у кабовцев скрывался, такой был Алмазхан Атума, у него Атумава, у аршбовцев скрывался. В общем, Гварами, кстати, там он умер не так давно, Камчич Гварами, хварчельский старик, пастух, даже он его помнил и рассказывал. Но очень хорошо его помнили. Згьы-шәибжь башықәсазы ареволиуциа ашьҭахь уи иалахәыз рганахьала аусӡбарақәа ирылагеит. Ареволиуциа аԥхьагылаҩцәа зегь реиҳа ахьырхәра ӷәӷәақәа ирықәдыршәеит. Кто были привлечены, только 3 человека были абхазцы. Это Платон Мухвари, ну ясно из какого он региона, Самурзакан. Он уже был, ну, по происхождению, конечно, он был абхазский князь, но, судя по всему, вот, он уже был в достаточной степени, как бы, утерял свою идентичность, будем так говорить. Вот. И был Арзакан Мухвари, вот, тот же самый, который потом возглавил правительство автономной Абхазии. Там тоже, в общем, абхазского практически уже ничего не было, понимаете. И был Василий Гурджио из Кадорского участка, ну, вот и все, больше никого. Вот в Гудаутах вы никого не назовете, в Гудаутском участке. В Кадорской Абхазии вы никого не, ну, только вот я назвал Гурджио, Василий. Ну, потом он стал меньшевиком грузинским, потом его застрелили в 1924 году. Вот. А остальные, это были в основном русские и представители Гурии, Мегрелии, вот они были. Аусӡбара статистика излаҳнарбо ала, ҩынҩажәи-фҩык ахара здырҵаз ареволиуционерцәа рахьынтә хәҩык ракәын Аԥсны иеиуаз. Егьырҭ реиҳараҩык Гуриеи Гыртәыли рҟынтә иааз анхацәа мигрантцәа ракәын. Ара изгәаҭатәуп аҵабду змоу фактк. Згьы-шәыхәба, згьы-шәибжь башықәсқәа рзы имҩаԥысыз ареволиуциа аԥсуа жәлар рзы ҷыдарак аман.
Иаҳгәалҳаршәозар зқьаф иханы-жәыфба, зқьаф иханы-жәыжәбжь шықәсқәа рзы имҩаԥысыз ақәгыларақәа, урҭ рышьҭахь аԥсуаа ракәын ихырҵәаз. Аха зқьеишәыхәба, зқьеишәыбжьба шықәсқәа рзы аҭагылазаашьа даҽакын. Ицәырҵуеит азҵаара, зқьеишәыхәба, зқьеишәыбжьба шықәсқәа рзы иҟалаз ареволиуциа аԥсуа жәлар алахәызма ҳәа. Уи аҭакс иҳҳәар ҳалшоит. Аԥсуа нхаҩыжәлар еиуеиԥшым амзазқәа ирыхҟьаны Урыстәыла амчра иаҿамгылеит ҳәа. Они не понимали, допустим, целей революции, но понимали, что пришли чужаки, они в основном были, как я сказал, из Западной Грузии, которые заняли, так сказать, земли, территории недавних сородичей, соплеменников, которые ушли в Турцию, вынуждены были уйти. И выступали как пропагандисты с каким-то племенем. То есть не понравилось абхазам, что они стали вести себя как хозяева. Ну, потому что цель у них была другая, не демократическая, цель была утвердиться, и фактически они выступали против самодержавия, против этой власти. Вот. Ну и в этой ситуации, хотя абхазцы, в общем-то, и не очень-то, в общем, понимали, в чем дело, но, как сказано в документах, они поголовно все вооружились. И не то, что не приняли участие в революционных событиях в своей массе, не только не приняли, но они выступили против. И там были созданы соответствующие отряды, в общем, самообороны. И вот я читал документы, там очень своеобразно понималась самооборона. Вот пишут там заявления, то есть они получали вооружение, понимаете, но это как бы в поддержку власти все это делалось. Ну, во главе стояли авторитетные там дворяне, князья абхазские, которые выступали против этих дел всех, революционных, естественно. И вот в заявлениях так писал, что он просит, чтобы ему дали шашку, там, пистолет, винтовку и так далее. И хочу вступить, как было написано, в само с большой буквы, само барон из двух слов. То есть понималось не самооборона, а что я вооружусь и буду сам себе барон, понимаешь? Вот даже вот до такой степени, вот если посмотришь вот эти вот все записи, заявления, именно таким образом они были созданы, они были написаны. И учитывая то, что абхазцы сильно пострадали во время махаджирства, особенно 1877 года, после чего они были объявлены виновным населением. Ну, фактически они сразу были объявлены, но вот в течение 30 лет с этого времени они были виновным населением. Естественно, это их тоже останавливало, потому что, в принципе, над ними висел дамоклов меч, в любой момент их могли просто взять и выселить. Но другой, не менее важный момент, они не понимали, потому что это все же марксизм, идеология рабочего класса. Рабочего класса как такового не было. Ҩажәижәаба шықәсара ҟараҵон аԥсуа ахара рыдуп ҳәа иԥхьаӡеижьҭеи, аха аҭагылазаашьа ҽаԥсахит зқьеишәыбжьба шықәсазы. Зқьеишәыхәба шықәсазы аԥсуаа ирықәыз ахара рықәхразы иҟаҵаз ажәалагала дадгылеит Урыстәыла аминистрцәа реилазаара хантәаҩы, аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Пиотр Столыпин. Апрель ҩажәибжьба зқьеишәыбжьба шықәсазы Николаи Аҩбатәи маи ҩажәижәеиза зқьеишәыԥшьынажәа шықәсазы аҳ инапызҵаҩхьаз ақәҵара аԥихит. Мызка ааҵуаны аинралцәа Павлов Вейденбаум илыхнытәи ауахәамаҿы аныҳәара ду ашьҭахь аԥсуа жәлар ахара шрықәхо ала ааԥхьара иаԥхьеит. Ааԥхьараҿы ҷыдала иазгәаҭан, зқьеишәыхәба шықәсазы ареволиуциа аан аԥсуаа ҳаҭырла аԥышәара ду иалҵит ҳәа. Аԥсуаа ахара анрықәырха ашьҭахь резинқәа зегьы цәҟьа дымрыхынҳәызаргьы урҭ аиҭаҿиарамҩа ианылон.